Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. $80 миллионов рублей будет выделено из госбюджета на реализацию новой жилищной программы, принятой Кабинетом министров на очередном заседании. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Сотрудники РУП «Черноморэнерго» на данном этапе устанавливают закладные детали для опор освещения на участке Дюбжа-Лабра. В некоторых районах Абхазии вводится новый график ограничений на подачу электроэнергии. В Москве в ходе рабочего визита президента Абхазии Аслана Бжания состоялась встреча с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба главы государства, Аслан Бжания и Александр Новак обсудили вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработке генеральной схемы газификации Абхазии, а также ряд других актуальных вопросов абхазо-российского сотрудничества. Во встрече участвовали заместитель руководителя администрации президента Абхазии Валерий Пабба и вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. 80 миллионов рублей будет выделено из государственного бюджета на реализацию целевой жилищной программы, принятой Кабинетом министров на очередном заседании. Программа охватывает определенную категорию граждан и будет осуществляться на безвозмездной основе. Также Кабмин утвердил правила рыболовства и порядок использования электронной подписи. Всего члены правительства рассмотрели 14 вопросов повестки дня. Подробности в репортаже Симы Аргун. В начале заседания правительство утвердило правила рыболовства в республике. Отныне в целях рационального использования рыбных ресурсов промысел будет регулироваться. Необходимость дальнейшего совершенствования охраны водных биологических ресурсов, а также в целях рационального использования и сохранения условий естественного воспроизводства водных ресурсов рекомендуются такие правила. Один из разработчиков данного проекта, эколог Роман Бар, отметил, что существовавшие ранее правила, разработанные в конце 60-х годов, устарели. По словам ученого, в последние годы во всем Черноморском бассейне сокращаются ресурсы хамсы. Это является сигналом для корректировки отношений в области промышленного и любительского рыболовства. Как отметил премьер-министр Александр Анкваб, документ должен регулировать деятельность не только крупных участников рыболовства. Правильное и рациональное использование биоресурсов поможет сохранить нашу экологию, подчеркнул Анкваб. С электроудочками, с взрывчаткой, с чем еще угодно, ничего хорошего не будет. Если рыболовы будут себе позволять делать то, что нельзя делать, помимо этого объемного документа, он регламентирован очень тщательно. Тут богатый опыт и российский, и другой. И мы правильно сегодня делаем, что принимаем его. В связи с увеличением численности мраморного клопа в Абхазии члены правительства внесли изменения в целевую программу по развитию сельского хозяйства на 2021 год. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, из статьи программы о тратах на растениеводство 7 миллионов будет перераспределено на борьбу с мраморным клопом, приобретение средств по защите растений и оплату работ. Эта мера позволит предотвратить весенние нападки вредителя. Доступное жилье – тема весьма актуальна на сегодняшний день. В 2018 году были разработаны и утверждены 2 жилищные программы. По словам министра социального обеспечения Руслана Аджба, они были реализованы не в полной мере. Из-за пандемии у получателей возникли сложности с возвратом денежных средств. На сегодняшний день в Министерстве социального обеспечения лежат порядка 800 заявлений. Новый проект государственной целевой программы «Жилище-2022» предполагает безвозмездную выплату средств на приобретение жилья. Таким образом, на заявителя полагается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч. Программу запускают уже в этом году. В рамках ее реализации планируется выделить 40 миллионов рублей на текущий год и еще 40 на следующий. Но будет она доступна для определенных категорий граждан. По данной программе претендовать на получение финансовой помощи могут также лица, которые не обладали и не обладают на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и нуждаются в предоставлении жилья для постоянного проживания. И относится к одной из ниже перечисленных категорий. Это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов,
а также при исполнении служебных обязанностей пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке. Члены правительства также рассмотрели вопрос об электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления. Утвердили порядок ее использования. Электронная цифровая подпись – это аналог рукописной подписи. Она выполняет ту же функцию – обеспечивает юридическую значимость документов. Представляя проект постановления, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил, что нововведение призвано усовершенствовать процедуру обмена данными. Будет возможность подписывать электронной подписью электронные документы, соответственно, что приведет и, разумеется, к оптимизации части бюджетных расходов, те, которые мы сегодня наблюдаем в обычном режиме общения между передачей данных. Кабмин принял постановление о компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка республики в 2022 году. Речь идет о выплатах вкладов, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года. С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей. На следующий год на эти цели будет выделено 4 миллиона рублей. Помимо основных вопросов повестки дня, в правительстве обсудили эпидситуацию. Согласно данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в лечебных учреждениях Абхазии находится 281 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Эдуард Будба считает, что рост заболеваемости напрямую связан с проведением массовых мероприятий. Несоблюдение санитарных норм и правил безопасности влекут за собой последствия. На заседании правительства также утвержден производственный календарь на 2022 год. Были рассмотрены и другие вопросы. Сима Аргун, Михаил Братухин, Раму Камке, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж заседания Кабмина смотрите после новостей. Возможность перспективного сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, профессионально-технического образования обсуждалась в ходе встречи Александра Анкваб с делегацией ПРООН во главе с постоянным представителем Ником Берресфордом. Премьер-министр поблагодарил за содействие, которое было оказано республике по линии ПРООН, в том числе в вопросах противодействия коронавирусной инфекции. Александр Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки таких проектов, которые носили бы конкретный характер и оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества. Начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Сотрудники групп Черноморэнерго на данный момент устанавливают закладные детали для опор освещения на участке Адюбжа-Лабра. На первом этапе будет установлено более 600 опорных столбов. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Автотрасса Сухума-Чимчира была заасфальтирована в 2016 году в рамках российской инвестпрограммы. И все эти годы дорога оставалась без освещения. А между тем, освещение магистралей, дорог и улиц – это залог безопасности всех участников дорожного движения. Уже в этом году ситуация на трассе в районе сел Адюбжа и Лабра изменится в лучшую сторону. Началась реализация проекта освещения трассы Сухум-Ингур. Дорогу будут освещать 100-ваттные светодиодные лампы. На данном этапе мы устанавливаем закладные детали для установки в дальнейшем опор освещения граненных, оцинкованных, предусмотренных специально для освещения таких магистралей. Участок Адюбжа-Лабра запланирована реализация первым этапом, а следующим этапом уже будет реализация оставшегося участка трассы по освещению. Есть сложности с тем, что техника часто выходит из строя. Это только начало работы. Я думаю, что норовимся и в более ускоренном режиме будем реализовать данный проект. На трассе Адюбжа-Лабра планируется установить 605 оцинкованных граненных опорных столбов из нержавеющей стали и около 5 трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения на данном участке. Практически мы ни с кем не пересекаемся по коммуникациям, и отключения будут только лишь на момент присоединения трансформаторных подстанций. Они буквально там в районе получаса будут уже абоненты запитаны. То есть никаких отключений и неудобств мы в данном процессе не создаем для населения. Саид Блаба добавил, что не исключены сложности при реализации работ на участках, так как в плохую погоду трудно будет бурить грунт для опор столбов. Так как после бурения поступает вода,
То есть пока вода стоит, залиться не получается, и в этом плане есть сложности, конечно. Надеемся, что в скором времени мы, до конца года я сейчас не могу утверждать, что сможем закончить, но планируем. В процессе реализации проекта освещения трассы Сухум-Ингур сотрудники Черноморэнерго сталкиваются еще с одной проблемой, добавил Саид Блабба. Место установки, например, опоры не совсем нравится населению, что здесь мешает, здесь подвиньте, там чуть-чуть измените. Максимально пытаемся совместные решения принимать, чтобы никому удобства, никому не мешать, но практически мы не отклоняемся от проекта, то есть нам сложно отклониться от проекта, здесь все просчитано, мы не можем допустить себе какие-то серьезные изменения в ходе реализации данных работ. На освещение республиканской трассы средства выделены из Российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Сумма расходов вместе с покупкой кабеля на первом этапе работ составила больше 74 миллионов рублей. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня день памяти Веры Вахтанговны Ширвашидзе, литературоведа, специалиста по французской литературе, много лет проработавшей в Абхазском государственном университете, а затем и в РУДН. Журналист Манана Кукускир подготовила передачу о Вере Вахтанговне с участием ее учеников, коллег, друзей и родных. В ней много историй, связанных с Верой Ширвашидзе, в том числе и романтических. Об одной из них в отрывке из передачи, которую вы увидите в нашей программе сегодня. И каждый знает, в час заутренний сюда пожалует она, заслыша шум природы внутренней, смахнув с ресниц остаток сна, внимая зову расписания, с томами грузными в руке, студента наделит сказанием на чистом женском языке, и древними полны поверьями ее абхазские глаза. В них даль веков и дух немеренный, в них лед и пламя и гроза. Продолжаем выпуск. В связи с недопустимыми нагрузками на воздушную линию Шишелети-1 во избежание аварийных ситуаций будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии на 1 час в разное время в Ачамчирском, Гулрыбжском районах, в восточной части Сухумского района. Также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Об этом сообщает пресс-служба РУП Черноморэнерго. Ночные ограничения в этих районах будут сняты. В случае увеличения нагрузок в других районах страны также будут введены ограничения. РУП Черноморэнерго обращается с просьбой ко всем жителям страны ответственно относиться к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня. Столичный водоканал сообщает, что с полуночи 29 октября до 20 часов вечера в связи с ремонтными работами будет прекращена подача питьевой воды в районах города Старый поселок, Колос, улица Эшба, Вокзал, улица Адыгейская, Вием, центральная часть города, рынок, Маяк. 29 октября в Гагре состоится матч 19-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Гагра и Галский Самурзакан. Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в «Система Спорт» и в соцсетях. Вопросы активизации общественного взаимодействия Краснодарского края и Республики Абхазия, а также поддержки соотечественников за рубежом обсудили в Сухуме. За круглым столом собрались преподаватели Кубанского и Абхазского университета, политики, общественные деятели. В мероприятии принял участие депутат Народного собрания Абхазии Астамур Логуа. Участники круглого стола рассмотрели возможные пути сотрудничества в разных направлениях. Все подробности у Шазины Ханагуа.
Открывая встречу, председатель правления Центра абхазской культуры Апсны Василий Чанба отметил, что мероприятие является грантовым проектом администрации Краснодарского края. Круглый стол – вопрос активизации общественного взаимодействия Краснодарского края и Республики Абхазия, поддержка российских соотечественников, направлен на развитие сотрудничества с соотечественниками и укреплению взаимоотношений Абхазии и России. На сегодняшний день мы работаем, хотя наша диаспора немногочисленная, но в нашем крае ни одно мероприятие без нашего участия не проходит. Во всех мероприятиях, во всех фестивалях, на крупных собраниях участвуем везде, как Центр абхазской культуры. Естественно, Центр абхазской культуры сама не может существовать, поэтому она входит в Центр национальных культур Краснодарской краевой общественной организации, где тоже я являюсь председателем правления Центра национальных культур. Центр национальных культур на сегодняшний день объединяет в общем всего филиалами около 90 общественных организаций. Это самая крупная общественная организация в Российской Федерации. Начальник управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями в Департаменте внутренней политики Краснодарского края Александр Бородавка отметил, что у Абхазии с Краснодарским краем всегда были теплые, дружеские взаимоотношения, которые нужно укреплять. С нашими народами очень много общего. Это не только Черное море и Кавказские горы, а это и традиции, и культуры, которыми мы постоянно друг друга обогащаем. Мы действительно взаимодействуем во многих сферах. Это и политическая, и экономическая, и социальные сферы. И я хочу сказать, что ряд достаточно ярких представителей абхазского народа проживает на территории нашего региона. Один из них – это Василий Чанович, и благодаря ему сегодня наша делегация находится здесь. И мы также надеемся на долгосрочное и плодотворное взаимодействие между нашими народами. От имени Общественной палаты Абхазии гостей поприветствовала секретарь палаты Гули Кичба. В 2018 году, 25 мая, мы подписали соглашение с Общественной палатой Краснодарского края с уважаемой Поповой Любовью Викторовной. К сожалению, из-за эпидемиологических каких-то отношений мы планировали и в прошлом, и в этом году еще раз встретиться уже на площадке Краснодарского края. И были оговорены какие-то такие наши взаимные обмен опытом, но я думаю, что мы победим все вместе, и Россия, и Абхазия, и вообще в мире все борются с этой страшной болезнью, и наши связи еще более сильно укрепятся. Василий Чаманович не раз присутствовал на заседаниях нашей общественной палаты, и по его инициативе были очень предложены такие дельные, очень хорошие вопросы, которые, в принципе, они продолжаются. А эти вопросы на укрепление связи между нашими народами, в первую очередь, и между нашими краями, республиками, и в частности, Краснодарским краем. Заключены договора о сотрудничестве АГУ с Кубанским государственным аграрным университетом, Северокавказским зональным научно-исследовательским институтом садоводства и виноградарства, Всероссийским научно-исследовательским институтом биологической защиты растений. Сотрудничество направлено на повышение квалификации преподавательского состава и проведение научных исследований. В настоящее время в аспирантуре Кубанского аграрного университета обучаются преподаватели агроинженерного факультета АГУ по направлению садоводства и виноградарства. Скажу так, сотрудничаем с 8 вузами Краснодарского края, это в том числе Кубанский университет. Подписан даже договор о намерениях между нами. И хотел бы подчеркнуть, что это вот университет культуры там и так далее. И еще один вопрос. Знаете, вот буквально недавно наша спортивная команда АГУ стала вторым призером чемпионата города Сочи по футболу. Это тоже взаимодействие между нами. И наши спортсмены, многие участвуют в первенстве Краснодарского края и Южного федерального округа.
За последние 5 лет в рамках сотрудничества были проведены следующие мероприятия. В сентябре 2016 года в Краснодаре состоялась 9-я международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растения. Основа стабильности агроэкосистем». В этой конференции приняли активное участие преподаватели агроинженерного факультета АГУ. Также в рамках этой конференции проходила молодежная стратегическая сессия «Кадры, ресурсы, возможности, инновации», в которой приняли также активное участие студенты агроинженерного факультета. В ноябре 2016 года прошли курсы повышения квалификации преподавателей агроинженерного факультета во Всероссийском научно-исследовательском институте биологической защиты растений. Участники круглого стола коснулись и темы глобализации, обсудили ее положительные и отрицательные стороны. В завершении встречи был организован концерт. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 29 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 13-18 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.